Пятьма Таушева на улице Насыркорская живет уже около 50 лет. И каждый раз после дождей дом бабушки в буквальном смысле тонет. Этот дом Хасан Хамхоев построил всего несколько лет назад, но новым его уже не назовешь. От сырости потрескались стены, сел пол, хоть заново строй. Вот вы видите, вот эта вода, которая от дождей, от всего, эта вода сюда домой поставляет. Эта вода заходит прямо в дом, как только дожди проходят. Но никто об этом не заботится. Вода по улице нормально не протекает. Стенка-то осталась снаружи, сторона облицовка. Бомба, кабельная плитка тоже лопнула. А вот это все от воды, от дождевой воды. С подобными неудобствами жители улицы мирятся уже не первый год. Если раньше ситуацию хоть как-то спасал вырытый в прошлом году сливной канал, то после таких строительных работ соседей во время дождя улица Насыркорская напоминает буквально русло реки. Жители этой улицы не раз обращались в местную администрацию для того, чтобы они помогли им решить вопрос. Но ситуация, как мы видим, не меняется. Вместо того, чтобы провести здесь полную реконструкцию, здесь ведутся всего лишь местечковые работы, а заполняются кочки. Что такое теплый уютный дом холодной зимой, семья Евлоевых так и не почувствовала. Уже год жители новостроек Далакова вынуждены терпеть полное отсутствие газа. Частично спасают лишь электрические обогреватели, хотя без теплой верхней одежды все-таки не обойтись. Хади Евлоева даже шутит. Обрадовавшись солнцу, дети вышли на улицу, чтобы погреться. Подключиться дядя незаконно. Нас оштрафовали, сказали хищение газа, хотя, если это повторится, что 60 тысяч штраф только. Откуда, зачем, мы больше не стали. Вот всю зиму мы просидели без газа и сейчас сидим без газа. Волхатлу дождь, конец будет этому. Дети болеют, мне в амбулатории прививки не делают детям, потому что они простывшие всегда бывают. Нетрудно представить удивление Евлоевых, когда им выставили счет за газ. Долг, согласно документу, составил 15 тысяч. Семья недоумевает, за что они должны платить, если газовая труба не то что к дому, даже по улице не проложена. Пришла бумага, 15 тысяч. С прошлого года 15 тысяч. За что? Вот этот вопрос я бы хотела задать. За что нам 15 тысяч? Потому что у нас не было газа. Воронежская, когда приезжали с Воронежа комиссия, они же видели, и котел видели холодный, и газ. Видели, что мы на отоплении сидим. Я не знаю, за что это все. А вот семью Хамхоевых от холода спасает уже газовый баллон. Его хватает на 3 дня, и то, если подключать к одной газовой плите. Подобная роскошь в месяц обходится в 15 тысяч. Конечно, не каждому по карману. Тяжело, конечно, без газа. Дети, щитовой домик как-никак, бумажный. На баллоне сидим. Обращения к местным властям тоже никакого результата не дают, сетуют жители. Как сидели без газа, так и сидят. Сотрудники администрации, в свою очередь, разводят руками, мол, ничего не можем сделать. Газовая компания ведет все работы согласно плану. Вопрос, когда очередь дойдет до новостроек Далакова, остается без ответа. Незаконно, в Похищение газа. Да, совершенно верно. Но старый программы я сейчас еще ждать. Я царца потребует еще ждать. Иди сам когда чултахади. Только в таком случае мы можем чего-то добиться. Договор о поставке газа у семьи Евлоевых, как оказалось, на руках. Да только толку от этого мало. Документы есть, а газа нет. Вопрос, что делать? Единственный выход из сложившейся ситуации для семьи – подать в суд, что они и планируют сделать. Идир Манкиева, Адам Далаков, Новости 24.